Рауль Джумкович, хотелось бы с вами поговорить о насущных проблемах настоящего времени. Знаете, в свое время в произведении Фазиля Искандера, когда проходили какие-то горестные события в республике, то некоторые его герои романа Фазиля Искандера, они говорили: «Эх, время, в котором стоим». Вот и сейчас, мне кажется, что произошли такие события, волна такой криминальной активности, которая просто смывает и авторитет наших правоохранительных органов, да, и республики в целом. Кражи, изнасилования несовершеннолетние, несколько убийств за короткий промежуток времени, в том числе убийство российского туриста, которое вы взяли под свой личный контроль. Мне бы хотелось знать, чем была вызвана вот такая необходимость вашего личного участия? И в связи с этим обстоятельствами, как вы оцениваете работу правоохранительных органов, силовых структур вот в настоящее время? Ну, наверное, начну с того, что ты сам заметил. Время, в котором мы стоим. Главное, чтобы мы не застряли в этом времени, а двигались бы вперед. Что касается той ситуации, которая складывается, да, действительно имеют место резонансные преступления, которые всполошили все наше общество. Но главное все-таки зависит от того, насколько общество и правоохранительные структуры реагируют на то, чтобы это не имело бы места. Сегодня важно понять всем, что преступления, которые были совершены последние месяцы, являются преступлениями, которые создают определенный фон, определенный имидж нашей республики. Такого не должно быть. И, к сожалению, вот такого рода преступления приводят к тому, что общество начинает изнутри бурлить. Есть много вопросов, есть много нареканий по работе самих правоохранительных структур. Но мы видим то, что были действия криминальных элементов, совершенные по отношению к отдыхающим. И совокупность действий всех правоохранительных структур, то есть совместные действия, привели к тому, что результат есть. Лица, которые совершили это преступление, задержаны. Ведется соответствующая работа следственных органов прокуратуры. Не сомневаюсь, все эти действия будут доведены до конца, и люди понесут наказание. Что касается, еще раз возвращаясь к тому, как реагирует наше общество. Конечно, правильно люди говорят о том, что такого рода преступления влияют на страну, влияют на ее имидж, и те возможности, которые создаются государством именно в этот период, благодаря туристическому сезону, могут быть низведены на самый низкий уровень. И создавать некий фон тому, что республика идет к краху, что есть опасности, развала государства. Такого нет и быть не может. В социальных сетях и в средствах массовой информации иногда эти события, произошедшие за последнее время, они несколько политизируются. Излишне. Вы знаете, я в этом политику не вижу. Политики не вижу. Просто, может, кому-то хочется очень, как говорится, придать некий политический ракурс всем этим процессам. Но это криминальное действие, за которым нет никаких политических сил. Вы говорили о реакции общества. Действительно, реакция общества, знаете, вот в этих случаях, во всех, она была очень сплоченная. Но вместе с тем от этого же общества еще и существует ряд претензий к правоохранительным органам и силовым структурам. И даже иногда звучат некоторые сомнения в том, что правоохранительные органы
или МВД, в частности, может справиться со всем тем вот потоком преступлений, которые сейчас мы наблюдали. Здесь должна быть соответствующая работа, нацеленная на профилактику и предупреждение преступлений. А там, где преступление произошло, должны быть приняты соответствующие жесткие меры по отношению к лицам, нарушающим эти законы. И виновный должен быть наказан. В данном случае я могу отметить, все действия, которые имели место со стороны правоохранительных структур, были согласованными и согласованными с Генеральной прокуратурой, и это дало результаты. Конечно, за это время многие люди хотели более сильной руки, более действенных мер по отношению к криминальным элементам. Но и те меры, которые были приняты буквально несколько дней тому назад, вызывают определенный резонанс и у наших людей. Почему именно так, а не по-другому? Все равно это вызывает определенные нарекания. Наши правоохранительные структуры должны работать жестко на предмет предотвращения от такого рода преступлений. Скажите, пожалуйста, вот дело об изнасиловании, оно в том числе тоже обрастает всякого рода слухами, и в соцсетях публикуются разные вообще домыслы по поводу расследования этого дела. И то, что кто-то оказывает давление на следствие, или что подозреваемый, вот сообщение тоже такое было в соцсетях, переведен в психиатрическую больницу. Как вы прокомментируете? Вы знаете, досужих домыслов в социальных сетях достаточно много. Но они влияют все-таки на общество. Ну, влияют, наверное, на умонастроение людей, когда нет полноты информации по тем или иным, как говорится, преступлениям или по тем или иным событиям. Но хочу вас заверить, лицо, о котором идет речь, находится в изоляторе. И все те действия, которые необходимы в таких случаях, начиная от соответствующей экспертизы, будут проводиться, и они нацелены на то, чтобы неотвратимость наказания была реальной. Другого быть не может. И вот в череде событий такого криминального характера появилось еще одно событие, которое тоже создает неблагоприятный фон нашему обществу и авторитету нашего общества. Это то, что говорилось на одном из собраний в Гагарском районе ветеранам войны о ветеранах войны армянской национальности. Ну вот на ваше имя поступило даже обращение от армянской общины, в котором она выражала обеспокоенность вот этим выступлением. Вот как вы прокомментируете эту ситуацию? Ну, к сожалению, это имеет место, но это не говорит о том, что такова позиция всего нашего общества. Да, есть определенные суждения отдельно взятых личностей. Но, слава Богу, я еще раз говорю, это не та линия, которая должна вестись руководством. Мы прекрасно знаем, как складывались все те процессы до военного периода, военный период и послевоенный период. Армяне встали рядом с нами. Был соответствующий призыв, и многие те, кто, услышав этот призыв, стали в ряды созданного армянского батальона. И вместе со всеми остальными народами Абхазии защищали это государство. И я думаю, что ни в коей мере нельзя допустить развития этих ситуаций в таком русле. Да, я встречался с представителями армянской общины. У нас был достаточно долгий и открытый разговор. И они прекрасно понимают, что это не позиция всех ветеранов войны, всего абхазского общества. И даны соответствующие поручения. Разжигать межнациональную рознь никому не позволительно. Будет исследовать даже ветеран войны. Но есть определенные причины, которые, к сожалению, до сих пор нами до конца не проработаны. Это появление людей, которые незаконно прописываются
незаконно проживают на территории Абхазии. Но это не должно подвигать отдельных личностей к такого рода суждениям. И это процесс не сегодняшнего дня. К сожалению, это имеет место уже давно. И это касается не только армян. Это касается многих других, кто незаконно проживает на территории Абхазии, незаконно прописываются, незаконно работают с недвижимостью. Конечно, это вызывает определенные какие-то треволнения в обществе. Но это не должно служить поводом к нагнетанию межнациональной розни. По этому поводу какие шаги предприняты, Рауль Джумкович? Работа ведется и службой государственной безопасности в этом направлении, и прокуратура занимается вопросами выяснения всех тех причин, которые послужили для того, чтобы такого рода высказывания могли бы быть. Будет проводиться соответствующая работа, я еще раз говорю, всеми правоохранительными структурами для того, чтобы не допускать противостояния между нашими народами, проживающими в Абхазии. Мы не сможем обойти тему нашего курортного сезона. Как вы считаете, все то, что происходило сейчас, вот этот вот неблагоприятный фон такой информационный, который существует, и непосредственно, конечно, ряд вот этих исключительных криминальных событий, как это повлияет и повлияло ли это на наш курортный сезон? Ну, вы знаете, мы ни от кого не скрывали этой ситуации, и скрыть ее невозможно было. Но, во всяком случае, по тем данным, которые поступают ко мне, можно сказать о том, что люди едут к нам. И люди должны быть обеспечены соответствующими мерами безопасности. И это будет делаться. В любом случае, я еще раз хочу отметить, это та сфера деятельности, которая очень серьезно влияет на бюджет страны, на наши возможности. И поэтому мы должны создавать все условия безопасного нахождения этих людей на нашей территории. Как вы считаете, наша ситуация здесь, вот такой постоянный какой-то негативный фон, негативные отзывы, он когда-нибудь перейдет в такое состояние, когда мы больше будем говорить о позитивном? Вот мы больше создаем негативного фона о себе, чем извне. Мы больше говорим о наших недостатках, мы больше говорим о тех проблемах, которые в той или иной степени сказываются на умонастроениях наших людей. Зачастую, к сожалению, это носит не совсем оправданный характер. И поэтому хотелось бы, чтобы мы очень аккуратно относились бы к этим процессам. Мы были свидетелями буквально несколько дней тому назад, какая реакция была по отношению к совершенному преступлению со стороны и наших людей, и извне. Я думаю, что наши больше сказали. Но чувство вины, наверное, испытываем. Не только чувство вины, а необходимость создания этих условий для безопасного нахождения этих людей, наверное, подвигает к тому, чтобы люди говорили более открыто и более жестко по этим темам. Но думаю, что не совсем правильно, когда мы говорим о том, что в Абхазии опасно стало жить, что у нас эти процессы носят чуть ли не каждодневный характер. У нас достаточно много примеров, где такого рода процессы имеют место. Но это не радует никого. С этим нужно бороться. И мы не претендуем на предмет возможного влияния где-то там. Но мы должны сделать все для того, чтобы такие процессы не происходили бы у нас. И у нас есть возможности изменить положение дел. Просто нужно нам всем вместе взяться. И правоохранителям, и обществу. Мы много говорим о необходимости контроля со стороны общества. Но вот этой действенности пока, к сожалению, нет. Те встречи, которые были в Общественной палате, и те предложения, которые имеют место, должны быть реализованы. Я не сомневаюсь, это даст положительный импульс именно в этом направлении. Рауль Джумкович, огромное спасибо, что вы нашли время и дали интервью нашему телевизионному каналу. Спасибо.